Но вот у нас сегодня с нами Евгений Григорьев. Тоже, кстати говоря, не сразу победил. Непростой был путь к победе. А сейчас мэр Якутска. Евгений. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый вечер. Да, действительно, для меня решение принять участие в конкурсе «Лидеры России» стало одним из самых правильных решений в моей жизни. Благодаря «Лидерам России» я нашел любимое дело, хобби и осуществил мечту детства. Про любимое дело. Значит, я до «Лидеров России» работал только в коммерческих структурах. И вот, для меня конкурс 2 года длился, и за это время я постоянно получал отчеты, рекомендации, какую-то литературу прочитать. И в результате, к окончанию 2 лет, я принял решение попробовать себя в публичной сфере. После победы в конкурсе жизнь круто поменялась. Попал в поле зрения руководства республики, города. И в 2019 году был приглашен на должность заместителя мэра города Якутска. В 2021 году уже избрался, победил на выборах и работаю по сей день, занимаюсь любимым делом. Про хобби. Как победитель попал в клуб «Эльбрус» и был приглашен на ежегодное восхождение на гору Эльбрус. Признаться, до этого я даже ни разу в жизни не думал об этом. Поэтому что-то новое пошли. Нам удалось забраться на Эльбрус. Эльбрус нас спустил, а больше того мы нашли на вершине парня. Спустили его, то есть спасли человеку жизнь. Поэтому это незабываемое ощущение на всю жизнь. В детстве я каждое лето родители меня отправляли к бабушке в деревню. Это маленькая глухая деревня. И как в любой маленькой глухой деревне там были амбары. И в амбаре были старые советские журналы. И вот я по вечерам смотрел в этом амбаре журналы, и была статья с очень красивыми зданиями в Москве. Я мечтал, находясь в этом амбаре, круто было бы оказаться в этом здании. Так вот, благодаря «Лидерам России» я не то что оказался, я отучился в этом здании, в Московском госуниверситете. Вот. Владимир Владимирович, разрешите вас поблагодарить за ваше огромное внимание Дальнему Востоку, развитию и Якутска в частности. Вот вы утвердили мастер-план нашего города развития. И сегодня для нас, для жителей города Якутска, нас почти 400 тысяч уже, это главная объединяющая идея. Причем население от мала до великого. Вот когда наши якутские детишки узнают, что в их городе будет построен аквапарк, это буря эмоций, радость. Словами трудно это передать, но ради этого стоит работать. И вот наш мастер-план должен быть реализован до 2030 года. Это важнейшие для нас проекты. Мостовой переход через Лену, ликвидация всего ветхого аварийного жилья, еще десятки проектов, которые вы утвердили. И тогда, к 2032 году, мы наш 400-летний юбилей самого старого города на Дальнем Востоке встретим как преображенным, совершенно иным, и мы будем мировым эталоном качества городской жизни в северных городах. Спасибо вам за то, что я имею сегодня возможность быть приобщенной к этой работе. И спасибо вам за конкурс, Владимир Владимирович, и спасибо вам за нашу сильную Родину. Спасибо. Мы, как и договорились, я в ближайшее время к вам обязательно приеду. С нетерпением ждем. Угу. По-моему, где-то завтра, послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте. Вот по тому плану, о котором вы сейчас сказали, о плану развития республики. Мы с ним обсудим, наметим вот эти основные точки. И я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время я у вас буду. Спасибо, очень сильно ждем. Угу, есть. Спасибо. Вам по сравнению с прежней вашей жизнью в бизнесе, что здесь больше нравится в сфере публичной политики и вот конкретного дела, которым вы занимаетесь? Потому что там мелочей-то таких вот тяжелых очень много на самом деле. В этом-то и суть, что жизнь стала сама интереснее. Спектр вопросов, которые решаются, и время такое интересное сейчас. Я рад участвовать. Вот действительно, если ты занимаешься любимым делом, а любимое дело может быть только если ты его считаешь великим, стоящим. Вот дело развития города Якутска, дело развития Дальнего Востока и всей нашей России я действительно считаю величайшим. Поэтому счастлив заниматься этой работой. Ну, 400 тысяч – большой город. Уже да. Вот с 2000 года мы выросли почти на 200 тысяч человек. И в 3 раза почти что, да? И вот в начале 2000-х план строительства моста казался, не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта, но сейчас туда и
в обратную сторону, туда дальше, на север, на восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает. Благодаря вам, Владимир Владимирович. Ну, благодаря тем, кто живет в Якутии, потому что и тем, кто там работает, потому что ситуация меняется. И в городе количество людей растет существенным образом. И возможность развития туда дальше транспортной инфраструктуры возникает. Она возникла, поэтому обязательно будем это делать. Спасибо. Мы самый быстро растущий город на Дальнем Востоке. Да-да, я знаю. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Вам спасибо. Это же ваш результат. До встречи. Спасибо.